Я пока побуду с фильтрами, еще себе не нравлюсь, потерпите. Там были вопросы по поводу тусау-кисер. В казахских традициях тусау-кисер делается примерно, когда ребенку год. Потому что считается, у казахов так считается, ребенок до года он еще перыш, то есть он еще ангел. Через год ему делают тусау-кисер, и он как раз переходит из мира духов в мир живых людей. То есть переходит в мир людей. И вот как раз вот этот период, то есть, сейчас скажу нехорошее, да, получается, что если ребенок умер до года, то его отдельно не хоронят, а подхоранивают другие могилы, и считается, что он ушел и придет еще раз. Если ребенок умер после года, то это считается уже человек, и ему делают ас и так далее, все это делают. Ну, конечно, в более меньших масштабах, чем взрослому человеку. То есть он уже становится такой аруах. Тусау-кисер примерно год ребенку. Когда он делает первые шаги, веревка должна быть черно-белая, желательно из шерсти, это максимально, но могут быть кишки, трава, это много разных вариантов. Не должно быть там всяких блестяшек, бабочек, всего так, розочек и так далее. Акжол должен быть чисто белый, потому что это акжол. Там не должно быть никаких орнаментов, рисунков, цветочков, камушков и так далее, потому что считается, что это препятствие. Перерезается только ножом. Нож желательно брать тот, который уже участвовал в разных тоях. Рабочий нож. Это кухонный нож, которым уже много что делали. Желательно с деревянной ручкой. Перерезается сзади, спереди. Вот особо в этом я не вижу разницы. Сверху, снизу. Но вообще удобнее сверху вот так. То есть вы на себя режете вот так. Обязательно нож. Кто перерезает? Изначально это была всегда женщина многодетная, у которой дети все выросли, стали известными личностями. Ну, та, которая может гордиться. Потому что у такой женщины считается много кута. Вот так. То есть, соответственно, она даст вот эту жизненную энергию, вот с какой она вырастила всех вот этих детей, она даст такую же жизненную энергию этому ребенку, без разницы, мальчик это или девочка. То есть ищите многодетную взрослую женщину, у которой дети добились высот. Вот так. Потом постепенно стали добавляться, то есть можно было, чтобы перерезал мужчина, но это должен быть мужчина обычно такой, допустим, Айтыскер, Чечен, да, получается, Би, ну, как какие-то известные личности, которые не запятнали свою жизнь и которыми род гордится, вот так. То есть вот в таких случаях можно брать и мужчину. Свой отец редко перерезал, это обычно, если там, я не знаю, где-то в глуши, он один, охотник, еще что-то такое, но это редкость случалась. Как-то так.